заметила на самом уже себя стала чем-то ассоциировать общим. Ну, как вообще получилось, что мы открылись? Ведь очень давно уже мы общаемся с Ириной Загребиной, как раз Ирина у нас, скажем так, руководитель, так уж она самая ответственная. И мы же обе жили в Будапеште, мы же видели этот какой-то европейский опыт с этими классными дизайнерскими магазинами. И она дизайнер, я как-то продвигала музыку, мне очень нравится заниматься модой. И в какой-то момент, когда нас вовлекли в очередную какую-то движуху, что надо выступить, надо проявиться, нужно найти дизайнеров, рассказать о них миру, вот это вот бла-бла-бла так достало, что мы сели, говорим, давай сейчас же просто найдем же место, заселимся туда и будем позиционировать себя с этим местом, чтобы нас не искали из контакта или где-нибудь. Вот, и просто проходя по улице Горького, я увидела объявление, аренда, позвонила, и все. Это была судьба. Да, это была судьба, мы позвонили, мы пришли, причем там половину этажа занимал на тот момент ювелирный салон, а через 2 дня нам сказали, что он съезжает, берите весь этаж. И мы просто тоже были вынуждены взять весь этаж, и мы все, и потом пошло-поехало. Все туда. Мы набрали все, что нам было приятно, там и фотостудия, там и магазин виниловых пластинок, какие-то товары для рукоделия, вещи ижевских дизайнеров, удмуртских дизайнеров, деревень. Ну и теперь даже мы чувствуем, что у нас нехватка каких-то продуктов интересных местного производства, и мы закупаемся уже в соседних магазинах. Так что находите нам дизайнеров. Все равно у нас, хотя мы говорим, что это арт-пространство, нам, конечно, нужно все это окупать, платить за аренду, и все-таки мы стараемся сейчас искать варианты. Да. Мы делаем какие-то вечеринки, там буквально по 76 рублей собираем за кинопоказ, то есть какие-то такие маленькие. 76 это наш адрес, поэтому 76. Я думаю, в зависимости от метраж фильма. Это наша тема. Мы хотели тут жить спокойно, но вот нас дергают, ребята, мы очень рады, что нас позвали на открытый город, да, будем делать показ мод, тем более, что вроде этим уже давно занимаемся, и все здания рядом, осталось только пополнять вот все-таки у нас еще нет этой культуры, насколько можешь, когда коллекцию отшил новую, и все, и снова коллекцию людей удивлять, да, потом так, потихонечку, видимо, ресурс все-таки финансово не позволяет. Потом у нас в планах делать уже, по-моему, до августа, и конец июля ресторанный день, то есть в этот день можно будет прийти просто и у нас купить какие-нибудь перепечи или классные сэндвичи, что-то из венгерской кухни, возможно. Ну, я подарила, конечно, уже на место, вижу вечеринку моей мечты. Олег, у вас есть чудесная открытка исследования Ижевска, причем там фотографии самых разных фотографов, насколько я понимаю, наших ижевских, велосипедных партию. И мне бы хотелось, чтобы, может быть, вот здесь вы можете тоже объединить наши усилия с музеем Ижевска. Я уверена, сюда будут поступать фотографии из личных архивов, из фотографий вдоль культуры, да, и сделать на основе их такую историческую перспективу. Это не обязательно должны быть какие-то скучные, стандартные, научные схемы. Но мне кажется, даже сегодня, когда рассматривают экспозиции, в том зале, где ваша экспозиция, конечно, представить эти же кадры, почему не сделать, не рисовать, это очень здорово. Лица этих людей, что у вас было. Ну да, нам, конечно, вообще в планах запустить какую-то свою брендовую линейку, свои открытки от сахара, свою одежду, да, то есть мы сейчас только начали. В принципе, если говорить о том, что уже есть, я ходила даже, где же «Известия Удмуртской республики», они делают сувениры, издательство, не знаю. Но это немножко не то, то есть хочется какое-то современное, что ли, ну, находятся люди, слава богу, сами приходят, предлагают, я хочу вот это. Может быть, надо просто найти.